одно отделение должно оценить карту и, не выходя на маршрут, дать азимуты, расстояния. Здесь собрались люди, которые неравнодушны к чужой беде. В Казани сегодня 80 волонтеров из разных регионов, и каждый из них может рассказать свою уникальную историю спасения человека. 200 человек нам туда. Ориентирование на местности, поиск пропавшего, оказание ему первой помощи. Волонтерам рассказывают обо всем, что пригодится в поисках. Сегодня первый день учений. После теории поисковики приехали в лес, чтобы на практике отработать навыки. Элементарные навыки, которые нужны для того, чтобы хотя бы, чтобы человек сам как бы не потерялся, да, там, и не навредил другому человеку, который ищет. То есть и базовые навыки для поиска. Вот. И плюс мы приобретаем такие навыки, что мы можем сами обучать уже у себя на территории. При резонансных поисках, когда пропадает особенно ребенок, приходят на помощь родители, местные жители данного поселка или города, где пропал ребенок. И наши волонтеры, обладая теми знаниями, которые они получают на данных учениях, способны выступать в роли координаторов поисков, в роли старших поисковых групп и вести за собой людей. Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям сегодня объединяет порядка 3000 добровольцев в 46 регионах. В Татарстане центр заработал 10 месяцев назад. С начала этого года им поступило 148 заявок. Треть из них – поиск детей. Альбина Сагирова рассказывает, у самой трое, поэтому не может остаться в стороне. В поисковом движении уже 7 лет. Вспоминает, как в начале весны в Елабуге искали 14-летнего подростка. Ребенок оставил предсмертную записку, в которой говорилось то, что не хочет ребенок больше жить. Это и проблемы в школе, это и проблемы в семье. Мы искали его 2 суток, просматривались чердаки, подъезд. На второй день мы уже брали уже другие квадраты. Это леса, заброшенные здания. Ребенка мы нашли в лесу. Чудом то, что его здоровью ничего не повлияло. В городе Воткинске Ижевской области Маша Маркова вышла ненадолго прогуляться и пропала. У поисков нет срока давности, говорят волонтеры. В Удмуртии с 2014 года ищут пропавшую девочку. До сих пор поиски продолжаются. Девушка у нас ушла из дома, потому что пахло краской, прогуляться около дома. Ее видели рядом дети, и буквально через 10 минут после того, как ее видели, ее не стало. Нет ни одного свидетельства, увезли ли ее, похитили, либо она ушла в лес. Только за этот год Национальный центр помощи получил больше 2600 заявок на поиск пропавших детей по всей России. Из них 2437 были найдены живыми. По остальным еще ведут поиск. По статистике больше пропадают взрослые. Чаще теряются, когда уходят в лес по грибы и ягоды. Учения у волонтеров-поисковиков идут 4 дня. Если сначала больше упор на теоретический блок, то в воскресенье они проведут реальный поиск пропавшего человека в лесу. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.